Перешел речку. Вдоль села еще тут стою. Всем привет, ребят. Подъем. Остановился, чтобы два слова сказать. По сегодняшнем дне сегодня иду на лыжах. Вот смотрите, на лыжах. Первый раз за эту зиму встал на лыжи. Иду на рыбалку. Уже дней 10, наверное, не рыбачил. 29 января сегодня число. Вот смотри. Куница. Следы куницы. Это куница, ребят. Вон. Не такая большая, крупная. Смотрите. Село и зверек. Буквально рядом бегала. Да. Это следы куницы. Это, в прошлый раз ходил тоже на это место рыбачить. И сегодня также решил сходить именно на то место. Сегодня ветер у нас северо-восточный. Вот опять следы. А тут уже белка пробежала. Вон. Тут уже белка. Для рыбаков, конечно, этот ветер, все знают, что когда дует северный ветер или же северо-восточный, рыба мало когда клюет. Но надо попробовать, что будет, в общем. Что-то поймаем или нет. Как мы в прошлый раз видели, там соседка с пустым ведром была. По утрам она доит корову, держит скотину она. И это уже лиса. Вот смотри. Буквально от села рядом уже 3 следа увидела. Она держит скотину, корову, и по утрам доит их. Также кормит, ведром выносит еду для них. А сегодня, как ни странно, сегодня она мне пошла навстречу с полным ведром. Вот и посмотрим, примета их работает или нет. С пустым ведром встретился с женщиной, поймал 6 ельцов и 2 ершей. Сегодня полное ведро у той же женщины. Вот. Будем настраиваться на лучшее. Будем надеяться, что кого-то поймаем. Все, идем, короче. Вот когда ищешь елку, их нету, они прячутся. А вон, смотрите, какая хорошая, красивая елка. Чуть-чуть справа там пару веточек не хватает. А так, если со стороны вот отсюда посмотреть, вообще идеальная елка. Не надо куда-то ехать за 10 километров, когда от села рядом. Тоже вон. Просто не знаете, вот умудряются как-то прятаться. Вон там тоже елка. Видели? Вон под этой сосной там. Каждый год, конечно, тут вырубают новогодние елки, но все равно. У нее сейчас вот тут елка, вон елка. Бери не хочу. А вот в то время, когда вот ищешь новогоднюю елку, они прячутся, действительно. У меня старая бураница, в прошлый раз я на буране тут катался. И после меня кто-то на лыжах еще ходил. Хорошо, что я сегодня лыжи взял. Прям против ветра иду. Северный ветер, бля. Дошел до реки. Сейчас тут спуск, конечно, не очень хороший. Бывает там катишься и падаешь. Тут палатки еще, видать, никого нету. Там выше еще вторая палатка, как всегда. Дежурная палатка круглый год.
круглую зиму-то есть. Нет, тут вообще. Так, подожди. Рисковать не стану. Потому что снимать и катиться, да, очень крутой тут берег. Ой, бля, застрял. Вот так вот. Все, ничего не видно, ослепляет. Снег белый, белоснежный. Как сын приезжал с Питера и говорит, чем дальше от города, тем снег белее. Так и есть. Я выше поднимусь. Дошел, ребят. По буранице хорошо идти, хотя не видно на сторону, но уйдешь, и там уже налей. Да, там вода. Где-то метров 100, наверное, до того места, где 2 раза я рыбачил. Я сейчас ниже по течению, метров на 100. Попробую тут пробуриться, попробуем здесь порыбачить тоже. Клюет, не клюет. Если нет, так можно туда сходить, на старое место. А сейчас здесь пробурюсь, посмотрим, какая глубина, течение. Будем пробовать на новом месте. Перед тем, как закинуть удочки, сразу же полюбопытствуем. Что-то есть, нету, кто-то там в новом месте. Без записи, без ничего, так спущу, посмотрю. Да, течение мощное тут. Течение мощное, пока никого не видать. Полный штиль. Вообще рыбы нет. Я думал, придется менять место. Где-то минут 20, наверное, я просто тупо смотрел, снимал. И наконец-то увидел одну рыбу. Сразу закинул удочку. Я уж хотел тоже поменять место. Думаю, тут делать нечего. Но я его увидел. Кто-то подошел. Какая-то рыбина. Вроде похожа на ельца. Но не ёрш. Сейчас будем пробовать рыбачить. Поклевка, ребят. Поклевка, и что-то я странное увидел там ниже. Надо нормально камеру установить на палку. Снимать нереально так. Первая поклевочка уже была. Я вообще не ожидал, что сегодня поклевка какая-то тут будет. Ниже там кто-то стоит. Сейчас я установлю на палку камеру и спущу. Опять подошел. Опять подошел, вон он. Тихонечко клюет. Очень хитро и крупный. Елец. Это уже хорошо. Это уже хорошо, что раза одного поймали, может, и еще поймаем. Подошла рыба наконец-то. Долго ждал. Под второй мормышкой там стоял он. Надеюсь, видели. Подходил и ушел. Вообще вялый клев сегодня, вообще. Ко второй мормышка вроде как подошел тоже. Он ходит, я очень долго уже играю так. Еле-еле увидел. Плавает там одна рыбина. И все. Нет, ребята, не поленюсь, я поменяю место. Тут делать больше нечего. За столько время одна рыбина туда-сюда приходила. И все. Полный штиль. И на камеру никого я не вижу. Здесь рыбы нет. Это стопудово. Налей. И вообще ледобур не пробуривает, блядь. Фух.
Я не знаю почему. С водой, когда лед, вообще жесть бурить. Вон там у меня палатка. Была, стояла, вон. Перешел на старое место, чуть ниже. Метров на 15, наверное. Бля. 3 лунки надо сверлить. Полчаса, бля. Ну все. Прикормку уже я ставил. Будем пробовать тут. Примерно так установим. Ни одной ничего нету. Тишина, полная штиль. Течение тут меньше. Кажется так. Может и одинаково, но грунт здесь намного темнее, чем там. Там песок светлее. Ветер усиливается, блин. Пока тишина, ни одной рыбы я не вижу. Кругом одна и та же картина сегодня, видать. Ладно, вот так пока оставлю. Подождем. Рыбина появилась, ребят. Наконец-то. Значит, и тут тоже они есть, но... Знаете, сколько я ждал? У меня вообще никакой надежды нету. Никакой. Я вообще не думал, что сегодня кого-то тут увижу. Но здесь они прошли. Вроде как 2 тут было их. Да вон справа еще я вижу. Да, есть. Справа. Но вообще не хотят сегодня клевать. Вообще. Почему так? Мормушка вроде видна. Да, включил камеру. У меня вот все заглохло. Телефон на этот, как сказать, замерз. И я рыбу поймал. Сейчас был в прямом эфире, ребят, я. И у меня телефон заглох. Я не знаю, что случилось. Сейчас перезагрузил. Вообще не включается. Наконец-то. Проснулся. Ой. Так, одну рыбу напоймал. И больше тишина также у меня. 2 рыбу поймал. Пока возился с этим телефоном, блин. Вот это да, блин. И я ведь не вижу их. На белую мормушку что-то он начал брать. Спонтанно все получилось. Как бы тишина, тишина и вдруг поклевка. Так, ну что. Сейчас еще, наверное, гляну. Я, оказывается, проводку дернул. Поэтому... вон рыбина, смотри. Я рыбу уже, а вода какая мутная. Вода какая мутная. Рыба-то прошла тут. Да. Рыба прошла. Вода почему-то мутная стала вообще. Прям как-то и не видно даже. Рыба проходит мимо и не замечаешь. Лучше бы я его не видел. А то вот когда ты увидишь, там надеешься, смотришь, ждешь. Не, хватит на сегодня. Хватит на сегодня. Буду собираться. Порыбачили, поймали хоть пару штук, и то ладно. Сейчас я созванивался с Пижмой, с Александром. Поговорили. 25 минут, наверное, разговаривали.
В принципе, у них такая же картина, как и у нас. Рыбу, говорит, тоже надо ехать рыбачить очень далеко. Так, ладно. Так, показываю. Эту рыбу я поймал ниже по течению. И здесь у нас еще 2 штуки вот таких. Этот крупный уже. Это уже не мелкий. Ну, этот на живца, наверное, тоже. Все рыбы на живца оставлю. Сейчас поеду на первую избу там. Короче, может, закину эти, как сказать, жерлицы. Будем на жерлице попробовать рыбачить. Так, собираю эти живцы. Хоть замороженные, все равно. О. Вот так вот. Вот смотрите, сейчас кормушка какая у меня. О, из-под этого, как сказать. Ай. Анализа. Посуда. Он хорош тем, что он на резьбе. Ну, объем вполне достаточно. Дешевая посуда. Брал в Маяке за 9 рублей, наверное, там продают. Снизу груз прикрепил так. Вот и все. На одну рыбалку так хватает. Это посуда, объем прикормки там. Так, ладно. Ух, холодун-то какой, дубак. Опа. Ну все. Спасибо, река, за рыбу, что нам дала 3 штуки. Тоже результат. Тоже результат. Отдохнули. Посидели. Часа 3, наверное, рыбачил. Замерз. Но горелку не включал, ничего. Вон там и лыжи лежат. Сейчас одену и газку. Налить, вон вода поднимается. Так что на буране сейчас рискованно заезжать на речку. Бывало, я заезжал, потом возился с этим бураном. Проходил через этот налей. Картина такая, скажу вам, не очень из приятных. Вот. Ну что, сейчас ветрено было и тепло, снег с деревьев все выпало вон. Раньше все белым-бело было. Вот. Первый раз сегодня тут рыбачил. Что здесь, что там, нигде не клюет. Будем искать в следующий раз в другом месте рыбу. Ну вот. Сейчас одену. Опа. Так. Это лыжи я сам делал. Показывал, рассказывал об этом уже. Те лыжи, которые мне подписчик Андрей отправлял, я еще не пробовал. Как бы я не надевал еще. Вот. Опа. Так. Опа.
Пойдем. Рано или поздно, конечно, думаю, лыжи я эти буду испытывать широкие. Дождусь глубокого снега, именно глубокого снега, и когда не будет держать этот снег. Хочу попробовать пройтись на этой лыже и на широкой, которую подписчик Андрей мне отправлял в подарок. Рано или поздно, может, видео насчет этого будет. Скользит, обратно идти легко. Вон как хорошо идет. Вообще идеально. Быстро. Хорошо, что я сегодня лыжи взял с собой. Пешком тяжеловато было бы. Маш, это таны? Серше да? Ладно, Галинчик, давай, пока. А, ликотка кашор не там. А, озидла. А, ментай душа дезалечая. Половину пути уже я прошел. И сейчас общался с телефоном, по телефону с Андрюхой, с Дрюней, кто вот смотрит его рыбалки. Я его потерял. Потом Саша Тюркин позвонил ему, и Андрей мне перезвонил. В общем, пообщались. Он тоже на рыбалке, оказывается, сейчас был. Много раз мне писали, пишут и до сих пор еще пишут, как бы, чтобы я смотрел, скажем, Пижму там, Дрюню там, рыбалку с Дрюней. Дальше пишут братья Приходько там, Шеремякин, Руслан. Блин, ребят, вы не поверите, я со всеми с этими блогерами я общаюсь лично по телефону, как сказать, я не виделся еще с ними воочию, но я общаюсь с ними, со всеми связь держу там, общаемся, делимся своими, как сказать, что происходит в мире Ютуба. И бывает там, в основном с братьев Приходько там переписывался с Денисом не раз. С Сашей Смендрулем общаемся по телефону, с Чуркиным Сашкой общаемся, с Дрюней я общаюсь по телефону. Блин, могу и дальше перечислять, но не стану. Это все мои земляки с Коми, которые снимают фильмы всяко разные. Вот. Ну и они, вот эти, кто Александр Устаев, тоже я с ним переписывался. Вот эти люди, как бы, если вы за советом зайдете, они там напишут, дадут вам совет, что как. Они не высокомерные какие-то люди, а нормальные люди, как сказать, хорошие. Вот. Так что, когда смотрите у них на канале фильмы ихние, напишите им привет от Олега. От меня привет. Ну что тут? Лес такой, заросший луг. Ну, здесь как бы разделка леса была раньше. А сейчас все это зарастает. Там эстакада уже недалеко. Здесь так кипела работа. Между прочим, следы, вот когда я шел, в 2 местах свежие следы куницы я видел. Здесь, в этих лесах, куница пришла в эти леса и вдоль села ходит. Ну, видать, в тайге кормежки нету, может, белок нету, мышей нету, ничего нету, вот и подтягивается в село. Где-то, может, что-то и найдут. Вот следы также, это уже лиса прошла. Это лиса, тоже свежие следы.
Я уже на подходе. Осталось буквально 200 метров до села. Кустарник пройду, там бураница уже. Хожу на бураницу. Я прямик немножко срезал тут. Быстро снег прибавляется. Там по пути я останавливался у палатки, где рыбачит Мария Батьковна, не знаю отчества. Говорит, клев ялый, но она где-то 8 или 9 штук рыбы дернула уже. 4 штуки, говорит, отпустила. Мелкие там были 8 штук, 8 или 9 взяла. Показывала. Ну, я не стал уже снимать. Как бы снимал, но выкладывать не стану. Может еще обидеться или еще. Я и не спрашивал там, можно нет ее снимать. Вот. А моя рыбалка, как вы видели, поймал 3 штуки. С утра я говорил, что встретился с соседкой, женщина с полным ведром. Ну, как мы видим, у меня эти приметы не работают. Что пустым ведром, что полным ведром. Один хрен. С пустым ведром в прошлый раз я 6 яйцо поймал, 2 ерша. А сегодня полное ведро и поймал только 3 яйцов. Так что это никакой роли не играет. Это просто суеверие, выдумка и только. Так что ходите на рыбалку каждый день, и вы уж точно не пропустите этот клев, когда будет у рыбы, и удастся вам поймать. Вот. Еще что-то хотел сказать и забыл. Небольшую физкультуру получил, прогулялся, подышал свежим воздухом. У нас в селе свежий воздух, но в тайге особый такой. Там представляете, вот просто вот лес и снег. Воздух такой холодный, хороший. Вот такие дела. Будем надеяться, что в следующий раз повезет. Я не из тех, кто сдается. Буду дальше ходить, снимать, показывать, какая рыбалка будет. Вот. А здесь уже у нас подъем такой вот, блин. Вот. А здесь, конечно, спуск офигенный. Вот следы куницы. Вот. Это, ребят, куница. Не лиса какая-то или еще, а именно куница. Здесь вот в ту сторону она ушла. И когда с того места с реки я шел, в 2 местах еще переход был такой. Не, отсюда я просто так, наверное, я упаду, реально упаду. Я груженный и просто тупо я упаду. Бахнусь. Так. Опа. Конечно, когда с человеком что-то случается, падает, ломает что-то себе, это, считай, контент. Но мне такой контент не нужен. Я лучше в обход пойду. Вот так вот. Спокойно спустился. Опа. Чуть не упал. Такой вид такой тут у нас. Очередной раз вышел на речку. Все никак не решаюсь попробовать рыбалку вот здесь, возле острова. Первый год, когда вот я начал этой рыбалкой заниматься вплотную, так скажем,
не мог уже жить без этого зимней рыбалки. Первый год я здесь вот именно возле этого острова рыбачил. Ну, до 20 рыб, до 25 штук я ловил на жаркое. Потом другие года как-то здесь перестало клевать. И я уже начал ходить подальше. А в этом году я не пробовал. Были рыбаки тут, несколько раз пробовали, рыбачили. Чуть ниже, там на метров 200, вот здесь. Там тоже Валентин рыбачил. И хариуса там ловил вроде как, несколько яйцов. Но такого большого клёва тоже здесь не было. Но может быть как-нибудь здесь тоже попробую. Вот. А на сегодня буду заканчивать этот фильм. Спасибо всем, кто досмотрел очередной мой поход. Ну, будем считать, что это поход. А так, рыбалка не удалась, к сожалению. Все, всем пока. До новых встреч. Ждите новые видео.